Механик гидравлических систем, швея, инженер – это не полный список открытых вакансий, представленных на ярмарке. В Центр занятости за интересующим предложением соискатели приходят с самого утра. Правда, не всех устраивают условия. У кого-то специальность не соответствует, а кто-то, например, как Дауд Хамхоев, считает заработные платы слишком маленькими. Дауд – каменщик со стажем, на стройплощадках работает не 10 лет. Пенсионер все еще полон сил и намерен трудиться, но за приемлемую плату. Каменщик стоит 11 тысяч. Так, каменщик стоит 12 тысяч. Но это маленькая зарплата. Штукатурщик стоит 10 тысяч. На такой тяжелой работе эта зарплата маленькая. На ярмарке вакансий реальные рабочие места предлагают сразу 4 организации: Старт Плюс, Ингстром, Комбинат детского питания и Швейное объединение. Частные компании ищут сотрудников рабочих специальностей, предлагая вакансии сварщика, каменщика, инженера. Таких специалистов в республике мало, да и немногие согласны устроиться на эти должности в силу разных причин. Это как по всей России, так же как и у нас в Ингушетии, проблема одна: экономисты, юристы, менеджеры. Больше нужны просто хотя бы рабочие профессии, который был специалист. Опять же, чтобы удостоверение было: электросварщик, газосварщик. То есть не просто я умею работать, это не факт, надо диплом иметь. А вот швейная фабрика предлагает сразу 58 рабочих мест на специальность швеи. Однако интересующихся не так много, хотя для женщин это хорошая возможность трудоустроиться. Швейное объединение – один из крупнейших промышленных предприятий не только в республике, но и во всем Северном Кавказе. На предприятии в основном производят одежду. Вот сейчас, который у нас 3 предприятия на территории республики открывается крупное, это швейное объединение, завод ламп и радиаторный завод. Вот они непосредственно представляют вакансии. Вот сейчас мы непосредственно с ними проводим работу. Даже в конце прошлого года мы проводили работу по профобучению именно на эти специальности, по их заявкам. Вот я планирую, что все штатное расписание не будет выставлено в конце марта, примерно, да, на начало апреля. И те люди, которые вот сейчас на ярмарке записывались, мы непосредственно передадим работодателям, чтобы они провели с ними собеседование для будущего трудоустройства сразу на рабочие места. Ярмарка вакансий – площадка, где могут встретиться потенциальные работодатели и те, кто ищет работу. Также соискателям, желающим устроиться на работу за пределами республики, предоставляется возможность это сделать, не выходя из дома. Для этого им нужен лишь доступ в интернет. Любой гражданин Республики Ингушетия может перейти на сайт Трудсем, по специальности найти себе работу. Давайте я покажу, как это все происходит. То есть сам гражданин может выбрать, допустим, экономиста, специальность, выбрать регион, Москва, допустим, полностью, и все вакансии появляются. Те, кто сегодня не нашел работу по душе, могут записаться на месячные курсы. Договориться об удобном графике посещения можно прямо на месте. Тут же находятся представители центров профобучения. Предлагаются специальности пекарь, кондитер, водители разных категорий и бухгалтер. Однако наличия вакансий учебных курсов недостаточно. Самое главное, у самих соискателей должно быть желание учиться и работать. Такие ярмарки в Центре занятости планируют проводить в год по несколько раз. Юсуп Гелисханов, Адам Далаков, Новости 24.